резко повернулись, резко! Репетиция перед творческим вечером в потемках зала Крымско-Татарского академического музыкально-драматического театра. Артисты трудятся, несмотря на ремонт, который длится здесь уже полгода. Работы строители ведут точечно. Юлия Комракова штукатурит стены в коридоре на первом этаже здания. И потом затягиваю ее сеткой, для того, чтобы не было вот старых трещин, и укрепить стену. Ремонт в подвалах и в котельной, а так будут выглядеть уже готовые кабинеты. В балетном зале на втором этаже осталось лишь выбрать напольное покрытие. Для артистов появились две дополнительные гримерные. Погрузить зрителя во времена Крымского ханства или, скажем, в 90-е годы прошлого века, помимо актерского таланта, поможет соответствующий наряд. Более 1000 экземпляров эксклюзивных костюмов для спектаклей. И мы храним сейчас в данный момент в хороших условиях, в тепле, в сухости. А раньше как было? Ну, относительно было. Старались в других помещениях держать. Кстати, шьют костюмы для артистов в соседнем здании. Его отремонтировали несколько недель назад. Мастера уже воссоздают образы всем известных героев театральных пьес. Эльвира Эреджепова в обновленном помещении создает костюм для главной героини новой музыкальной комедии «Кайнананын не сабар, а что есть в теще». Главное освещение обалденное здесь. Вот, светло, уютно, тепло главное для нас. Ну, все как надо. Все как надо в оркестровой и в зале вокалистов. Там обновили полы, потолки и освещение, провели и вентиляцию, которая раньше практически не работала. Конечно же, это супер, потому что музыканты, им очень приятно было, когда мы как бы справились здесь новоселье. Оркестр, когда зашел, было приятно, они почувствовали, что они действительно Крымско-Татарский академический музыкально-драматический такой оркестр. Конечно, захотелось бы поблагодарить министерство в лице культуры, в лице Арины Вадимовны Новосельской. Крымско-Татарский государственный академический музыкально-драматический театр – единственный в мире театр крымских татар. На его ремонт выделили около 50 миллионов рублей по федеральной целевой программе. Ремонт фасада хотели начать еще в марте, но из-за погодных условий работу перенесли на апрель. Здесь планируют установить несколько колонн у входа, а также полностью освежить внешний вид здания. Посетить обновленный театр можно будет уже в октябре. Эльмас Аблакимова и Виталий Голубев, телеканал «Миллет».